Музей сегодня отмечает еще 5 лет со дня своего образования. Небольшая дата 5 лет, но за это время музей «Моя история» успел вникнуть, в жизнь, войти в жизнь нашей республики своей проницательностью, отвечающим всем требованиям сегодняшнего времени, максимальным количеством новых выставок. Но это новый музей, музей нового поколения, он виртуальный. И здесь лучше, более, объективно, объемно или, действует понимание ситуации, понимание истории и понимание расширения своего кругозора. Мы здесь проводили огромное количество экскурсий, выставок именно этого года, столетия образования нашей республики. То есть выставки «От пути Илляя» мы прошли по всей современной истории нашей республики, и посетители этого музея, а их год более 100 тысяч человек ежегодно, они все становятся живыми игроками, живыми, участниками нашей современной истории. Музей так и называется «Моя история». Эта история касается всех нас. Это моя история каждого человека, который живет в нашей республике. И если каждый раз почти 100 тысяч человек нас посещало, это где-то 500 тысяч посетителей в нашей республике прошли через эти залы, они знают свою историю, от Рюрика до современных пониманий ситуации. В этом году мы открыли последнюю, выставку, которая дополнила весь этот виртуальный мир, называется «Современная история Якутии». Ее не было. А летом, мы когда проводили Конгресс национальных театров, мы даже здесь открыли виртуальный мир Якутского театра, который вся страна теперь уже знает как гордость национальных театров нашей страны. За 5 лет музей сделал то, что можно было сделать за 50 лет, наверное, или за 100 лет существования нашей республики. Потому что время очень быстрое, оно моментальное, а виртуальный, музей или открывание кругозора, знаний, новых сведений о том, что нас окружает в виртуальном эквиваленте, оно ускоряет процесс, оно делает его всеобъемлющим. И оно влечет новое поколение, потому что новое поколение живет в реальном виртуальном мире, мире интернета, мире быстрой информации. И эти задачи, которые сегодня необходимо решать в нашей стране, решает именно музей серии «Моя история». И «Моя история» якутская, она является, если образно сказать, одной из жемчужин таких музеев, которые есть в нашей стране. С юбилеем наш музей, говорят, каждый посетитель музея «Моя история». Не помнил наш Крым с Дня Победы, как птица над крымской землей взлетел флаг России трехцветный. Сбывалась мечта на глазах в раскатах весенних.
18 марта 2014 года в Москве был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Этот день стал торжеством исторической правды. Каждый год 18 марта вся страна отмечает Крымскую весну – день возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. Ну, конечно, очень приятно, что с каждым годом это становится не просто традиционно, а с каждым годом это все больше и больше трогает людей. Люди чувствуют это ощущение праздника, потому что я помню, тогда вот я же был в Севастополе, видел, как это все происходило, и как быстро сориентировались наши казаки. Тогда же, это, собственно говоря, тогда-то была территория Украины, Крым, Севастополь, но как мощно, быстро казаки взяли все в свои руки, и вот это произошло бескровно, и для меня было поразительно, что тогда на этот референдум, вот я видел, как старушки шли, крымчане, вот и мне бабушка одна сказала, я никогда в жизни не ходила на голосование, когда была Украина, а сейчас настолько тяжело стало жить при Украине, что вот я бы поползла, если бы я не смогла идти, потому что мы должны быть частью России. Вот это было очень трогательно тогда. На Комсомольской площади столицы Якутии состоялся митинг-концерт в рамках Всероссийского фестиваля «Крымская весна» под лозунгами «За мир», «За Россию», «За президента», «За наших». На митинге выступил глава Республики Саха Айсен Николаев. Земля Крыма обильно полита кровью ее защитников и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную войну, и среди них тысячи и тысячи якутян. Уже свыше 100 лет в Севастополе есть улица Якутская. У нас здесь, в городе Якутске, улица Севастопольская. И, конечно же, мы все понимаем, что тогда восторжествовала историческая справедливость. Сейчас этот день мы отмечаем в непростой обстановке. Наши вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию, которую начал наш президент, чтобы защитить жизнь и здоровье простых людей, которых 8 лет убивают за то, что они просто говорят на своем родном языке. Мы сегодня на Донбассе и на Украине защищаем будущее нашей страны, будущее наших детей и внуков. И на нашей стороне справедливость и правда. И это значит, что мы обязательно победим. Сегодня западные страны объявили нам экономическую агрессию. Они надеются поставить нас на колени, сломать нашу волю, отвергнуть нас от наших истинных ценностей. Но нас, россиян, нас, якутян, этими санкциями не победить. Мы никогда не станем на колени, мы никогда не сломаемся перед внешними угрозами. Дорогие друзья, я искренне благодарю вас за всех, за то, что вы сегодня пришли сюда. Люди разных возрастов, разных партий, разных профессий. Этим мы выражаем свою поддержку нашему президенту Владимиру Путину, нашей стране, нашей республике. Дорогие друзья, всем желаю здоровья, новых побед! Тургурдун Сахайре, Тургурдун Улу Россия! Дойдумутувар Улу Россия! Беги республика Матыгар Сахайригар! Президент Матыгар Владимир Путин на Уруй! 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 Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что в эти дни город и Якутия не только празднуют Крымскую весну, но и выражают свою поддержку жителям Донбасса. В 2014 году жители Крыма и Севастополя на народном референдуме приняли решение. Единственное правильное решение — быть с нами, быть со всей Россией. Поэтому мы сегодня, находясь здесь, выражаем наше глубокое почтение, уважение нашим бойцам, которые ведут операцию на территории Украины, которые защищают людей, детей, женщин. Мы выражаем поддержку нашему президенту. Мы за мир, мы за Россию, мы за президента. Вместе! Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! 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 Все выступающие выразили поддержку президенту России, проводимой специальной военной операции на Украине против неонацистов.
Поддержали митинг своими выступлениями народные артисты Республики Саха Алексей и Екатерина Егоровы, народный хор русской песни «Раздолье», исполнители Айгалан, Сайсарыко, Кюннейко, Константин Степанов, Андриана. Крым и Севастополь присоединились в Россию. Они сделали главный свой выбор за мир, за справедливость и за развитие. Но, к большому сожалению, сегодня мы празднуем этот знаменательный день не в простых условиях. И сегодня наши ребята там решают эти проблемы. Они борются с этим нацизмом. Они на самом деле борются за наш мир, за мирное небо над нашими головами. Это мы должны понимать. Они борются там за правду. И они должны ощущать нашу поддержку здесь. Они должны ощущать это. Они должны понимать, за что они борются. За правду они борются. В правде сила. Бүгін доктор. Культурага, спортка санкции белгилеген туралар. Объявили санкции спорту и культуре. Такого никогда не было. Сегодня отменили голливудские фильмы. В кинотеатрах нечего показывать, они так думают. Но есть и обратная сторона медали. Значит, мы будем развивать собственную киноиндустрию. Будем развивать собственное кино, отечественное, наше республиканское кино. Я хочу процитировать Андрея Савича Борисова. В театрах, на площадях, в кинотеатрах, на стадионах куется нация. Она ходит туда толпой, превращается в публику, а выходит уже народом. Нуропа тугар, дойдувут тугар, Россия тугар, урой! 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 Индикилях молока, киржик тугар, бранигина дотор! Выступление Алексея Егорова Эркёна, члена Общественной палаты Якутии, стало яркой поддержкой Всероссийского фестиваля «Крымская весна» под лозунгами «За мир», «За Россию», «За президента», «За наших» жителями Республики Саха. Якутяне поддержали крымскую весну митингами и автопробегами по городам и поселкам Якутии. Жители Гагаринского округа, городского округа город Якутск поддержали автопробегом по дорогам округа Всероссийский фестиваль «Крымская весна» с флагами своей родины. И сегодня жители Гагаринского округа с радостью поддержали инициативу нашего президента и ударили автопробегом по Гагаринскому, по нашим дорогам, по территории Гагаринского округа. Мы проехали улицы Курнатовского, Можайского, Севастопольская, 50 лет октября. Тем самым выразим поддержку инициативы нашего президента и акции, которая прошла по всей России. За мир, за Россию, за наших. Почему вы участвуете в этой акции? Потому что я патриот. Мы за Россию. Это незабываемое ощущение. Ну а почему вы в этой акции участвовали? Поддерживаем вооруженные силы России. А как иначе? Наших российских бойцов в это нелегкое и трудное время для них. Мы, потому что все едины. У нас дух единства. Россия вперед! За Россию! Ура! Ура! Добрый день, уважаемые коллеги, участники телемоста между историческим парком «Россия. Моя история» в Республике Саха-Якутия и деятелями культуры, музейными работниками Республики Крым по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией. Годовщину вхождения Крыма в состав Российской Федерации отмечают по всей России с 2014 года. Наша республика, конечно же, не стала исключением. Вне всякого сомнения, Якутия и Крым расположены друг от друга очень далеко, и по вполне естественным причинам
не должны иметь каких-либо исторически сложившихся тесных культурных и экономических связей. Расстояние от Якутска до Симферополя 5975 километров. Однако, несмотря на географические преграды и масштабы, что лежат между Крымским полуостровом и Якутией, исторические связи между нами начались еще в XIX веке, во времена Крымской войны, когда 42-й пехотный якутский полк принимал участие в боевых действиях в осажденном Севастополе. О тех героических днях свидетельствует улица Якутская в городе Севастополь, который уже более 100 лет. А в июне 2014 года одна из улиц Якутска официально получила название Севастопольская. И сегодня, в 9-ю годовщину, сотрудники исторического парка «Россия. Моя история» в Якутии организовали телемост Якутск-Крым для установления дружеских взаимоотношений и для организации возможных будущих совместных проектов. Приветствуем коллег из Крыма. На связи Якутск, коллектив автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история». Разрешите представить слово заместителю директора исторического парка «Россия. Моя история» Марианне Артуровне Дьячковской. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня приветствуем вас перед таким хорошим праздником, который стал уже действительно хорошим праздником, воссоединением России и Крыма с нашими крымскими коллегами, музейщиками, такими же, как мы. Приветствуем вас от всей души и хотим немножко рассказать о нашей работе, вообще о музейном комплексе «Моя история». И, наверное, хочется сказать в самом начале об особенностях системы культуры в Якутии. Да? Мы такой же субъект, как и Республика Крым, Республика Саха-Якутия. У нас действует 9 государственных музеев, не считая муниципальных музеев, которые находятся в каждом районе нашей республики. Мы, музейный комплекс «Моя история», входим в большую систему, большую общефедеральную систему исторических парков «Россия. Моя история», который действует уже на сегодняшний момент в 24 городах России. То есть охватывает буквально всю страну от Сахалина до Калининграда. Первая выставка Романовой из системы «Россия. Моя история», она состоялась почти 10 лет назад, то есть в этом году мы праздновать будем десятилетие, в ноябре 2013 года в Москве в Манеже. И, конечно, знаково, что вторая выставка Романовой открылась уже летом 2014 года в Крыму, в Ливадийском дворце. В том самом дворце, который был любимым дворцом отдыха царской семьи. И вот, как я уже сказала, на начало 2023 года действует уже 24 исторических парка. И вот в наше вот такое время поступило распоряжение о том, что в каждом освобожденном городе нужно построить вот такой музейный комплекс, исторический парк «Россия. Моя история». Уже ведутся работы по созданию таких музеев в Мелитополе и Луганске. И вот тут тоже связь с Крымом. К 2024 году собирается, откроется уже, да, запланировано открытие исторического археологического парка Херсонес-Таврический. Он также будет входить в систему исторических парков «Россия. Моя история». Наверное, вы знаете, да, что исторические парки «Россия. Моя история» — это не совсем обычный музей. Здесь история представлена панорамно, в 4 экспозициях, охватывающих всю тысячелетнюю историю нашей Родины, России. И уникальность исторических парков в том, что в каждом городе, в каждом субъекте, где он построен, есть контент отдельный, который представляет историю и культуру именно вот этого субъекта. Например,
У нас во всех экспозициях представлен контент, представляющий якутскую историю. А в прошлом году, когда мы праздновали 100-летие нашей республики, в 1922 году была образована Якутская автономная республика. Мы в прошлом году к 100-летию открыли большую экспозицию «Современная история Якутии». Вот вы даже можете видеть ее у нас сзади. Эта большая экспозиция охватывает у нас почти 5000 квадратных метров. В основном это контент также мультимедийный, также построен на таком же принципе, как и основные экспозиции. То есть это экраны, тач-панели, в которых представлен очень большой объем информации. Над историческим контентом работал наш самый большой институт гуманитарных исследований. Эта работа продолжалась вот почти 5 лет со дня нашего основания. Вот эта выставка, да, она, ну вот как сейчас вы, наверное, видели на видео, наш министр культуры Юрий Степанович, он сказал, что вот действительно это была единственная такая выставка, которая охватывала всю историю 100-летия нашей республики. И здесь я хочу сказать, вот может быть даже как-то объяснить уникальность, да, вот на 5000 квадратов этой выставки у нас всего около 150 музейных экспонатов. Да, то есть это в основном мультимедийная экспозиция. Мы также создаем свои временные выставки, да, и нашли свою нишу, можно сказать, да, это мультимедийно-предметные выставки. Очень интересные были выставки у нас вот за все 5 лет создания, со дня основания нашего музея. И, ну, можно сказать, что вот основные наши, самые интересные выставки это были, вот, например, «Куда ушли мамонты?». Там у нас был представлен прямо целый скелет мамонта, уникальные палеонтологические находки. У нас также была выставка «Кут». Это были анимированные картины живописные нашей местной художницы на больших экранах. Но как бывает же выставки анимированные Ван Гога, да, а вот у нас своей местной художницы картины. Это вот я хочу сказать, что наши собственные выставки, они очень разноплановые, то есть не только об истории Якутии, но у нас есть и такие художественные выставки. Была очень интересная выставка «Я не боюсь», например, которая в экспозициях. Также это были ожившие картины и настоящие вот картины наших якутских молодых художников. Интересный проект был также вот во время пандемии «Жизнь с вирусами», например. Да, это выставка, которая была создана Политехническим музеем и рассказывала о различных вирусах и бактериях, которые населяют наш мир. В общем, наша деятельность очень разноплановая. Мы стараемся делать все, хотя коллектив у нас небольшой. И вот цель нашей сегодняшней встречи – это наладить с вами, наверное, какую-то работу взаимовыгодную во всех отношениях. Мы хотим рассказать о Республике Крым, а вы, наверное, узнаете побольше о нашей работе. Спасибо. Спасибо большое, Марьяна Артуровна. Слово имеет экскурсовод отдела культурно-просветительской и экскурсионной деятельности Антон Игоревич Якушев. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, я, наверное, немного скажу вообще об экскурсионной деятельности. Ну как, в рамках сегодняшнего телемоста, думаю, об этом сказать необходимо. Ну, уже упомянули то, что современная история Якутии – это такая достаточно значимая для нас выставка, поскольку
столетие автономии, оно не каждый год бывает. Но в целом, к чему и что я бы хотел сказать по этому поводу. Это был большой проект, он, конечно, был сделан не в одиночку, нам помогал как и Институт гуманитарных исследований, так и частные коллекционеры. В этой экспозиции сокрыто достаточно много, так скажем, сведений. Ну и вы, как, скажем так, музейные работники, понимаете, что чем больше материалов, чем больше пространнее тема, тем больше шансов, что для каждого посетителя найдется нечто интересное. Ну ведь каждому интересно что-то свое. Кому-то война, кому-то политика, кому-то наука, кому-то искусство, экономика, хозяйство, люди, события и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, чем шире тема, тем больше простор для размаха, как для экспозиции, так и для непосредственно экскурсовода. Экскурсии у нас проводятся, да, в принципе, не только по основным выставкам. Я уже не говорю про выездные. Вот, например, у нас периодически проходят такие локальные выставки, например, посвященные доктору сельскохозяйственных наук Коротову, это местный деятель, или, например, писателю-путешественнику Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Мы и культурный центр, праздники государства и республики, различные мероприятия, памятные даты, бывают лекции, которые занимают один зал на пару часов, а бывают и фестивали, которые задействуют весь парк на день, а то и более. Имеются другие формы экскурсионной, выставочной, культурно-просветительской работы, но это я все к чему? А это я все к тому, что любой предмет, у которого есть история, мы можем оформить в мультимедийную обертку, интересную тему превратить в экспозицию, как-то все это скомпоновать, сделать экскурсию. Главное — разноплановость такого рода предметов и поводов. Ведь главное — это именно интерес. Витрина со снарядом, обгоревшим постером и консервной банкой из прошлого столетия привлечет условно больше внимания, чем 10-20 планшетов с пусть интересной, но все-таки ничем не обогащенной информацией. Так что мой основной тезис — это то, что мы готовы к сотрудничеству, различным формам, обмену опытом, материалами, совместной культурно-просветительской деятельности и так далее, и так далее. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Антон. Передаем слово специалисту по выставочной деятельности Михаилу Викторовичу Чиросову. Коллеги, добрый день. Все то, что я хотел вам презентовать, уже наш экскурсовод Антон уже все рассказал. Я же скажу касательно того, с чем мы имеем дело, с чем мы работаем. Будучи историческим парком в рамках проекта таких музейных комплексов, в первую очередь, конечно, мы имеем такое мультимедийное направление нашей работы, в первую очередь, конечно же. И с мультимедийностью, с явлением мультимедийности в музейном пространстве мы ведем, получается, нашу основную работу и посвятили достаточно много времени исследованию вот этого такого явления мультимедийности, опять-таки в музейном пространстве. И в своей работе мы также, получается, в первую очередь ведем такую разработку UX, UI, сред взаимодействия пользователя, музейного посетителя непосредственно с музейными нарративами. И получается, за всей этой нашей деятельностью стоит своя философия, которая позволяет нам как-то более подробно раскрывать, что ли, один, в частности, взятый музейный предмет. И, в принципе, по выставочной деятельности, что я еще могу сказать? Конечно же, хотелось бы с вами еще поработать, вести сотрудничество. У нас, получается, по этой теме достаточно много наших личных задумок, которые мы хотели бы вместе с вами воплотить. Спасибо большое, Михаил. Слово предоставляется руководителю медиацентра, члену Союза журналистов России, руководителю СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» регионального контента телеканала «Россия-24» Олегу Леонидовичу Жилнину. Здравствуйте. Я хотел бы все-таки в первую очередь вас поздравить с наступающим праздником. Он действительно знаменательный не только для вас, но и для нас.
И просто хотел напомнить, что с Крымом действительно нас связывает очень многое, потому что я родом из Тикси, знаете, на Северном Ледовитом океане. Дело в том, что его строили крымчане, было и такое. Это не только касаемо практически всей республики, да. А так сейчас столкнулся с одной интересной историческим фактом. Мы разрабатываем сквер «Память поколений» на старом кладбище. И ему там за 100 лет, и мы нашли связь с Крымом. Вот до такой степени доходит. А смысл какой? Якутская семья, она была многодетная, и у них был старший брат, и он погиб в Крыму во время Великой Отечественной войны. Это если касаемо именно Крыма, если брать, то Приморская армия, она состояла из наших полков якутских. Это и можно говорить и про глубокую древность. Но у нас интересует, вот меня в качестве мультимедийного контента и сотрудничества с вашим парком, это первое. К нам приезжал здесь представитель вооруженных сил, Музея вооруженных сил России. И он тоже говорит о том, что если мультимедийная выставка будет представлена экспонатами, то это уже, как сказать, любой экспонат становится с мультимедийным проектом более весомым, более познавательным, более понятным. А почему я заговорил о Республике Крым? Ну, никому не секрет, я могу вам сразу сказать. Только за 2018 год посетило Крым сколько человек? 6,5 миллионов, кажется, так, отдыхать. И здесь мы столкнулись с такой интересной не проблемой, сколько заинтересованности якутян больше узнать о Крыме. Мне повезло, что я там член Союза журналистов, я был у вас там на съезде и так далее, да, что-то видел. Но многие видели Крым, видели только по картинкам. Но я не буду брать старшее поколение, которое раньше, да, у нас, как сказать, ездило туда отдыхать в советское время. То есть сейчас это достаточно сложно. И хотелось бы сделать какую-то мультимедийную выставку с помощью вас. Потому что я как узнал, какие у нас музеи, какие парки, и кто сейчас участвует, мне хотелось бы узнать ваше мнение. Потому что действительно все, например, знают в Ялте там, Тегерянскую конференцию, да? Но никто не знает, что есть у вас заповедник. Более-менее об Бахчисарае говорят, но это как в реликвии православной церкви, да? А у вас оказывается столько интересного, что, мне кажется, если мы найдем общий язык, сделать какую-то культурную туристическую выставку, наверное. Потому что люди сейчас поедут отдыхать, наверное, к вам все-таки, несмотря ни на что. Поэтому я жду ваших предложений и интересных каких-то форм сотрудничества. Спасибо. Спасибо, коллеги. Теперь мы хотим передать слово деятелям культуры, музейным работникам Республики Крым. Уважаемые коллеги, ваша очередь, мы вас внимательно слушаем. Пока подключается, можно сразу задать вопрос, я так понимаю, сложности со связью. Крымский этнографический музей, я правильно говорю? Может, неправильно? Вот хотелось бы узнать, вот сейчас посмотрение о нас, да, дело в том, что мы делаем свои этнографические выставки в мультимедийном формате, даже часто, и поэтому как бы интересно ваше мнение о сотрудничестве с Якутией, с нашим парком. Звук там включите, будет слышно. Еще раз что
у нас возникла возможность пообщаться с вашим музейным комплексом. Конечно, музей этнографии заинтересован в подобном сотрудничестве, но, конечно же, это все будет решаться на уровне нашего руководства. К сожалению, сегодня у нас директор нашего музея Юрий Николаевич Лаптев отсутствует, вот, находится в отпуске. Это бывает нечасто, но так случилось. Но в любом случае, конечно же, наверное, уже не в таком телемосте будем обсуждать какие-то наши внутренние вопросы, но в любом случае мы открыты для выставочной работы, для мультимедийных проектов. Не знаю, наверное, это что-то новое для нас будет, но тем не менее наш музей готов и принимать выставки, и выезжать, поэтому вот, безусловно, познакомиться с вашей культурой было бы в любом случае интересно. В нашем, буквально в прошлом году, в декабре, мы открыли большой экспозиционный комплекс, посвящен русской культуре. Накануне, в 2021 году, мы презентовали комплекс «Старожильческое население народов Крыма», где представили более полно культуру крымских татар, армян, караимов, крымчаков, греков. И также мы планируем и далее реэкспозиционную деятельность, в любом случае выставочную. Конечно же, у нас в Якутию мы еще не выезжали, к сожалению, но возможно, что в ближайшее время такая возможность у нас появится. Спасибо большое вам за то, что вы вот сегодня организовали и поздравили действительно для крымчан. Крымская весна стала таким поворотным событием и важным событием в жизни региона. И вот спасибо большое. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Давайте передадим слово Министерству культуры Республики Крым. Все хорошо со связью, коллеги? Не могут подключиться. Может быть, кто-то из других наших коллег хочет высказаться? Уважаемые коллеги, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник от всей души приветствует вас, поздравляет с праздником. Мы включаем в себя наш комплекс, наш музей-заповедник включает в себя имена великих русских гениев Пушкина и Чехова. И эти имена известны всему миру. Мы ждем вас, всегда ждем у себя в гостях в нашем музее. Будем рады любому предложенному сотрудничеству с вами. И очень надеюсь, что наше сотрудничество будет иметь и результаты высокие, и ну, в целом перспективу большую творческую. Хорошего вам настроения во всех ваших начинаниях, большой удачи. А мы со своей стороны обязательно свяжемся с вами. Мы искренне рады, что вы организовали такую встречу. Вот, и надеюсь на плодотворное сотрудничество. Вместе мы сила. С праздником! Спасибо большое, вас также с праздником. Так, Светлана Александровна, Симферопольский художественный музей, я так понимаю, да? Здравствуйте, дорогие коллеги. Огромная благодарность вам за вот такую креативную идею встретиться таким полярным регионом с Крымом. Это здорово. Вообще Крым, конечно, всегда был местом, куда едут из полярных стран, так сказать, отдохнуть в летнее время. И многие крымчане были в свое время тоже, вот работали в Арктике. Так что это мы не являемся как бы такими друг для друга незнакомыми, в общем-то, регионами. С другой стороны, мы, конечно, действительно вас всегда приглашаем и ждем к нам. Вот от Симферопольского художественного музея хочу передать приглашение на крымские искусствоведческие чтения, которые проходят ежегодно в октябре. Вот в этом году они пройдут с
12-13 октября. Это всегда встреча музейщиков, особенно художественного направления и музеев художественного направления, и обсуждают общие большие проблемы искусства, культуры, музейного дела. Так что мы вам обязательно пришлем приглашение в музей Якутии для участия в конференции. Можете, конечно, мы ждем вас лично, но если это сложно, то тогда вот либо вот в форме вот такого вот онлайн-выступления, либо просто присылайте нам свои доклады. Это будет очень интересный как бы опыт для нас. Надо сказать, что мультимедийное предложение очень интересное. У нас есть несколько наработок с другими музеями, где мы участвовали в таких общероссийских мультимедийных проектах по тематикам различным и о нашей истории, и, допустим, крымский пейзаж, то, что для нас очень близко. Поэтому думаю, что мы можем обсудить эту тему, списаться и, в общем-то, поучаствовать в таком проекте, который вы предлагаете. Ну и, в общем, всех ждем в Крыму. В нашем музее, он у нас тоже, вот у вас столетие республики, а у нас, в общем-то, можно говорить и о столетии нашего музея. То есть мы все начинались вот в те 20-е годы советской власти, становления, и наш музей один из вот таких вот старейших художественных музеев в Крыму. У нас хорошая коллекция, думаю, что вам будет интересно у нас. Мы получим прекрасный опыт работы с современными технологиями в музейном деле, работая с вами в одном проекте. Огромная вам благодарность за такое поздравление к Дню Крымской весны. Это очень красиво получилось, мне кажется, по идее. Да, спасибо большое. Возможно, мы сейчас сможем поговорить с Алупкинским дворцово-парковым музеем. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник от всей души приветствует наших коллег из Якутии, такой далекой, но теперь уже близкой. И мы благодарны вам за возможность вот сегодняшней нашей онлайн-встречи и за теплые поздравления с праздником, очень большим для нас праздником. И несколько слов о музее-заповеднике. Он включает Воронцовский дворец в Алупке, Алупкинский парк и дворец Александра III в Массандрии. Воронцовский дворец строился для видного политического, государственного военного деятеля России Михаила Семеновича Воронцова, который играл огромную роль в разных областях развития Новороссийского края, поскольку с 1823 года он становится генерал-губернатором Новороссии. В настоящее время музей ведет активную научно-исследовательскую, экспозиционно-выставочную, культурно-просветительскую деятельность. И вот сейчас мы с вами находимся в научной библиотеке музея-заповедника, где установлен удаленный доступ в фонды президентской библиотеки имени Ельцина в Петербурге. Фонды президентской библиотеки насчитывают более 1 миллиона единиц хранения, и у сотрудников музея-заповедника, у всех желающих есть вот такая уникальная возможность доступа к информационным ресурсам библиотеки. Мы поддерживаем идею о создании мультимедийной выставки и думаю, что такая выставка может экспонироваться поэтапно в разных музеях Крыма. Это замечательная идея. Большое вам спасибо за поздравления и надеемся на наше плодотворное сотрудничество в разных областях. Я хочу сказать, что наш музей обладает не только богатой историей, и он уникален в художественном отношении. Это очень уникальная постройка, которая находится здесь, на южном берегу Крыма, и дворец наш был построен по проекту английского архитектора Блора. И коллекция нашего музея располагает очень уникальными художественными произведениями, не только западноевропейскими, но и прекрасной коллекции русского искусства, которая у нас часто демонстрируется на выставках, и мы издаем каталоги нашего собрания тоже. Да, вот такой каталог фарфора. Посмотрите, в прошлом году он был издан, наша гордость, собрание автор перед вами. Спасибо вам большое. Спасибо за поздравления с нашим праздником. Так, давайте послушаем музей Тавриды здесь.
Не отвечают, да? Тогда Ирина Сергеевна, Бахчисарайский историко-культурный археологический музей-заповедник. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада всех приветствовать от лица администрации нашего Бахчисарайского музея-заповедника. Бахчисарайский музей-заповедник насчитывает 119 памятников культуры и архитектуры. Самым нашим посещаемым известным музеем является Музей истории и культуры крымских татар, расположенный в бывшей резиденции крымских ханов, знаменитом Бахчисарайском ханском дворце. Сейчас у нас проводятся ремонтно-реставрационные работы на объекте. Но мы надеемся, что в скором времени наш музей преобразится и откроются новые выставочные площадки. Вот. И мы с радостью готовы к сотрудничеству. Спасибо большое. Спасибо вам большое за то, что вышли с нами на связь. Уважаемые коллеги, кто еще не выступал у нас тут, не связывался с нами? Вообще обсуждается еще одна интересная, но дерзкая идея, но это я с руководством, наверное, даже в отличие от вас первый раз перед фактом ставлю. Да? Идея проста. Дело в том, что сегодня республика у нас очень должное внимание уделяет внимание туризму. Да? Я могу, может с гордостью сказать, что в Крыму уже появились наши туристические, так сказать, агенты, да? Но дело в том, что предстоит такой, так скажем, летний, весенний, осенний сезон. А Крым можно посещать даже зимой, насколько я понимаю. Но можно же организовать такую выставку, да, по Крыму. Дело в том, что давайте, чтобы никого не обижать, да, вот мы говорим много о Севастополе, мы говорим много о Сочи, да. Но я был в круизе у вас и так далее. И оказалось, что у вас и Керчь, и Новороссийск, и даже маленькие такие, у нас называются деревни, да, ну все интересные. Я просто предлагаю сделать какую-то вот большую, ну что-то вроде путешествия по Крыму, и может быть и туристическую, рассказать нашему населению, что такое Крым, и куда можно поехать, и что можно там узнать. Вот мне сейчас заинтересовало, вот в заповеднике у вас, Лубкинском, интересно, кто отдыхал и чем он знаменит. Я, например, не был у вас, не знаю, да, в отличие от Бахчисарая. Или, например, интересно, вы сказали, что будет чтение, да, это же тоже интересно, но у нас, с гордостью могу сказать, одна из самых читающих, ну, наверное, республик России. И у нас здесь постоянно идут чтения свои, и чтецов на уровне республики. Хотелось бы, видите, и у вас идет, и нас тоже интересно, как бы люди могут и дистанционно поучаствовать, может быть, но все равно вот это вот общение. Или взять Чеховские музеи. Я туда один раз не доехал, но я настолько, ну как не доехал, у вас там очередь, извините. Ждать пришлось долго. А так, на самом деле, ну, действительно, может быть, действительно организовать такую мультимедийную выставку. Если есть по возможности какие-то экспонаты, может быть. Я не говорю о дорогих там, я имею в виду такие небольшие экспонаты, которые бы дали, как вам сказать, больше информации именно о Крыме. Дело в том, что, например, взять Перекоп, да, все говорят об этом Перекопе, в истории он у нас везде числится, а на самом деле это молодых людей спрашиваю, они его знают по войне, но это же не совсем так, согласитесь. У вас очень много в Крыму мест интересных, где можно отдохнуть. Я почему так говорю, ну не знаю, но это, наверное, детство, я просто поделюсь. У меня все время одноклассники отдыхали в Крыму. От Кричи до Перекопа. В отличие от меня, у меня не было такой возможности. Но, тем не менее, когда они летом приезжают и рассказывали про Крым, это в памяти, знаете, в детстве остается. И поэтому у меня предложение такое вот в этом плане поработать и заодно нашим, ну не знаю, туроператорам помочь. Дело в том, что вы же в курсе, что сейчас правительство России, например,
они приняли такие вещи, как отсюда от нас можно уехать по значительно низкой цене, если ты там попадаешь в какой-то кэшбэк, особенно в Крым. Понимаете? Я просто за, чтобы был и санаторий, и исторически, чтобы люди не просто приезжали, отдыхали там, а исторически могли бы у вас быть полностью захвачены. И когда человек изучает другую историю, он и подходит к своей жизни уже немного осмысленно и интересно. Спасибо. Дорогие коллеги, вам есть что ответить на слова Олега Леонидовича? Это вроде был вопрос. Олег Леонидович, я немножко, может быть, скажу, это Симферопольский художественный музей. Скажу о нашей книге, которую мы издали несколько лет назад. Она как раз и ставила своей целью с помощью изобразительного искусства, в картинах, графике, рассказать о Крыме от Керченского полуострова, начиная теперь с Крымского моста, и опоясывая его весь по побережью, заезжая в Бахчисарай, Перекопы, возвращаясь в Симферополь, в наш современный новый аэропорт. Это издание, в принципе, может стать основой какого-то мультимедийного проекта, как раз демонстрирующего Крым как вот такую жемчужину, абсолютно разную во всех своих проявлениях, от степного до горного Крыма, жемчужины архитектуры, коллекции музеев. То есть это действительно такая сокровищница, принадлежащая всем народам нашей страны. И я думаю, что экскурсия по Крыму вот такая сначала может быть виртуальная с помощью искусства, а позже потом на ее материале может человек заинтересоваться и приехать в Крым и уже осознанно посмотреть те места, которые ему действительно полюбились, дороги. Думаю, что это будет очень полезно. Так что если какой-то из музеев Якутии примет такую идею, мы можем вместе составить вот такой проект, и он станет, наверное, таким познавательным для будущих путешественников по Крыму. Да, действительно, очень хорошая идея, очень хорошее направление задал нам Олег Леонидович. Вообще, вот да, мы двумя руками за эту идею. Вот, что касается изобразительного искусства, действительно, мы можем показать Крым вот во всех ипостасях, и в том числе показывая, поскольку у нас, возможно, не найдем мы средства, чтобы перевозить настоящие картины живые, да, но мы можем сделать ведь мультимедийную экспозицию, да, в том числе с технологией оживления картин какой-то. Прекрасная идея. Пользуясь этим, да. И вот, кстати, в следующий год, 2024, да, он же вот юбилейный в нескольких отношениях. Это будет десятилетие воссоединения Крыма, во-первых, да, и во-вторых, еще тут жалко, что нет исторического музея, да, наверное, потому что следующий год он ознаменован еще тем, что это будет 80-летие битвы за Крым, да, в котором, кстати, вот приняли участие воины-якутяне во время Великой Отечественной войны. И мы в первые годы вот своего существования, так сказать, да, это какой год был у нас? С 18-го года мы начали такой проект «Победная поступь», одним из которых был как раз вот битва за освобождение Крыма. Да? Интересный очень проект был, и хотелось бы тоже что-то сделать и в этом направлении к следующему году. И давайте тогда вот этот интересный проект мы можем с вашим музеем, Светлана Александровна, и, наверное, мы можем показать же и этнографию. Конечно. Да, этнографические музеи, вот, различные народности Крыма. Население, в общем, оно мало знает об этом. Да, действительно, идея хорошая по поводу этнографии. Единственное, что у нас достаточно большой комплекс фотографического материала, поэтому мы можем также использовать мультимедийные такой выставки и фотографии, в том числе, наряду с картой народов Крыма. Так что вот, да, это тоже будет интересно. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо.
это также можно будет использовать. Ну вот этнографическое, в принципе, вот насчет картин, да, это очень сложно, очень затратно, да, но вот этнографические какие-то коллекции можно же было бы, возможно, привести, некоторую часть, может быть, вспомогательный фонд, ну как-то хотя бы представить какие-нибудь предметы. Коллеги, спасибо большое. Да, надо это запротоколировать нам. Сейчас я хотела бы передать слово Игорю Владимировичу, заведующим сектором музейного фонда Министерства культуры Республики Крым. Здравствуйте. Вас не слышно. Включите звук, пожалуйста. Игорь Владимирович, включите звук. Ага. Вас по-прежнему не слышно. Вот, все. Вот. Здравствуйте, да. Теперь слышно. Слышно? Да, слышно. Да. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Большое спасибо за поздравления с Днем воссоединения Крыма с Россией. Для нас это на самом деле действительно это значимая дата, потому что вот уже 9 лет, как говорится, мы вернулись в родную гавань. Поэтому вам огромное спасибо. Министерство культуры Республики Крым в своей деятельности всегда поддерживает инициативы, направленные на развитие межрегиональных связей. И мне очень отрадно, что наши коллеги, вот, руководители музейных учреждений Республики Крым, буквально вот в течение получаса тут же находят возможность, готовы к сотрудничеству с Республикой свой. Поэтому еще раз вам огромное спасибо и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо большое, коллеги. Ну, полагаю, на этом мы можем заканчивать наш телемост. Спасибо большое, что подключились к нам. Очень приятно было. Поздравляем вас с наступающим Днем воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Спасибо. Спасибо. Поздравляем! Айхау! Уруй! Айхау!